Печально очень. Это событие очень печальное, траурное. Огорчение, скорбь, вот такое вот. Я ничего не могу сказать. Ваши близкие были депортированы? Конечно, были. Ничего не могу сказать. Ну, конечно, грустно этот момент вспоминать, потому что, как-никак, Крым – это родина крымских татар. Соответственно, и нашу семью депортация застала. Это тяжелый момент, потому что каждый год мой Карбабашка вспоминает этот день, как их просто с дома вытащили и посадили в поезд. Они ехали в никуда, не зная, что их ждет, не зная, будут ли они вообще в живых. Но радует то, что спустя долгое время все-таки удалось вернуться на родину и то, что мы сейчас тут. Конечно, боль в сердце. У меня очень пострадали мои родители. Мама с отцом с 4 детьми в вагоне ехали 25 дней. И когда они прибыли в Узбекистан, в Ташкентскую область, то сразу папа потерял 8 людей, братика потеряли, умерли в один раз. Конечно, боль, страшная боль. Ну какие? Скорбь, уважение. Ну что еще можно сказать? Сожалеем, что это все произошло. Это очень долго говорить, конечно. В истории тяжело говорить, честно говоря. Вот. Я даже не знаю, что сказать. Ну, это, когда начинаешь говорить, сразу начинаешь плакать. Это долгая история. Это ужасный случай был, конечно. Поэтому комментировать даже, честно говоря, не хочу. Депортация – это, несомненно, грустное событие в истории нашего народа. И, конечно, мне кажется, что немного Крым был бы другим, если бы мы здесь остались. Больше чувствовалась бы история нашего народа, возможно, бы не были потеряны какие-то культурные ценности. Конечно, каждый год мы с грустью вспоминаем это событие, мы скорбим и, конечно же, не забываем историю. И, возможно, сейчас это дает нам больше какой-то трепет к Крыму. Мы действительно его любим, ценим и не хотим уезжать. Мы намного были бы увереннее, живя на своей земле, как говорится, да, и понимали бы о будущем, что дальше, наших детях, понимаете, а сейчас просто сказать нечего. Расцветающим, цветущим. Татары трудолюбивый народ. Я думаю, лучше было бы. Мы бы были действительно уникальным народом, и развивались бы мы лучше, и больше бы было, и действительно процветал бы Крым. Вот. Я думаю так, я мечтаю, чтобы он цвел, и чтобы наш народ имел свою самостоятельность и государственность. Лучше? Даже не знаю. Наверное, было бы счастливы все, конечно. А как вот 18 мая, оно для всех скорбь идет, и как бы все были бы счастливы, когда не было бы депортации. Мне кажется, люди бы также жили в своих домах, жили счастливо, строили семьи, потому что если вспоминать тот момент, что крымских татар депортировали в Среднюю Азию, а я именно с Узбекистана, то есть это опять-таки связано с депортацией, потому что моих предков выслали в Узбекистан, мы пытались найти себя там. Но, соответственно, все татары, конечно же, тянулись в Крым, кто-то раньше переехал, кто-то позже. На данный момент я сейчас учусь здесь, а мои родители в Узбекистане. То есть мы по сей день пытаемся как-то переехать в Крым. Мне кажется, мы были более близки бы к культуре, мы бы, возможно, молодежь не потеряла ценность именно языка. Вот. И действительно какие-то традиции, обычаи, какие-то праздники, они больше бы праздновались, и Крым был бы немного все-таки другим.